Ачыбыш хыркшо пусанавха, а спорт жабыш хыркхагацарам ямту. Абзира шумаза телехопша, шараша хопшойта дыратара, на спорта дуней сарауи ямепкой хасида сагарепхам. Ехети ха программаче ишида галой. Абснапкятым полду ехети атагыла зашам. Ашипылым полга легенда Никита Симонян язгуитит им шира. Абарти игерта темапы ехети ха программаче. Рабхаза кунапснемию пысыта экстремал триатлон гнартман юнуске жипшба. Уэрчала драхует жипшую ка спортсменша. Хатала пять слабрача хыве крыла еще кылас командакой. А триатлон га маршрут галый наркна гадзия рицанзиган. Яйт кыла на вещи жипш километра. Занза пши этап крыла еще кылан айт слабра. Акте этап хацаркан иштарам за жеве ауха. Ала хулат шагалпи адзей закартачах километрак аш метри идсей. Ашташ маланокола и доклы трицаха. Ах папи гай тапакна гай пхнулара куйрыцарце трицан тювине жегюба километра гегац хатшаханза. Аней суанпи пшигешхам нас рицамачах игежит. Хаталапи айслабраджа этап козеги дырхасит жипш сати нюежи бежба минуты рыла Евгений Хромушкин. Аусмеп гатечна кайтапсна триатлона федерации Яроубаске адгалара рыртет амобил теймадара мобайлы ахюнткарат спорт пилаки. Это мой первый триатлон, Ironman, так скажем. Вот, поэтому я говорю, я не знал, как пройдет плавательный этап, велосипедный этап. Для меня это было новое. Вот, я ехал в таком режиме, старался экономить силы на бег. Ну, собственно, так оно и получилось. На беговом этапе я уже бежал, как я люблю. Это, наверное, самая большая спортивная локация, которая использовалась в гонках в Абхазии. Я уверен, что и в советское время, и после войны такого масштабного мероприятия в плане и длины дистанции и сложности ее прохождения у нас не было. Нартмен состоялся, и это очень радует. Мы считаем, что подобные мероприятия, мы это Федерация триатлона Абхазии, клуб спорт Апсны, мы считаем, что подобные мероприятия, где брошен вызов человеческим способностям, возможностям, где можно показать, что человек действительно способен достигать любых вершин, и физических, и психологических, и в области знаний и так далее. Такие мероприятия проводить надо. Эти мероприятия должны послужить примером. Абсолютный рекорд дистанции на беговом этапе принадлежит нашему соотечественнику Саиду Аргун. 42 километра с набором 2000 метров преодолел за 5 часов 18 минут. Это какие-то невероятные цифры, и это на самом деле большой предмет для гордости. И мы рады, что в нашем клубе есть такие ребята. Хасто амза вежух байнаркны вежи бежбан захна калакехнемio пасойт ахватпи марафон захцу айпхныларам. Язгуата дубабсна туру хаджам рабхазакуна айпшзипшо а спорт усмебгат шечерка вахтулачам. Ярбан дистанция кой ирзапцо ала хулачам наске асас черзапшо адица сагарияб халанцам таджам. Жтарам завеви бежбарзараб хадзаак нахтна калакяк оймёпгахойт зымчкактбау айразы жыларбжарат пе марафон аусмёпгатурхала дырхойт зхюки нарехана апсны ахуаныр сферкан пе алла хулатша. Долгие годы наше спортивное сообщество мы мечтали о том, чтобы у города Сухум был собственный одноименный сухумский марафон. Это очень это статусно, и это имеет большое значение для города, и для спортивной жизни города. Мы делаем марафон в 2 круга по 21 километр. Это сложно, но это очень интересно. Марафон в 2 круга привлекает, конечно, легче привлечь участников из других стран на подобное мероприятие. А марафон Ичкауп Москваты, а команда беговая история хахдзис измо Айла Хурей, обсначаря спорты рускорза Айла Канапхгарей, Яраубасге, обсна а триатлон а федерации Рыбзурала. А марафон Амёпгарза обсны урыстулы спорт пелаква, а программа Экудершейт Язылырхит, а маршрут Уи Якунаго Агуатараква Ирхыжу. Этот маршрут сертифицирован и утвержден специальной международной организации, которая его приняла. Каждый метр, каждый сантиметр, каждый разворот, все выверено по спутнику. Специальный такой есть велосипед, который отмеряет каждый метр, и вся дистанция была выверена.
А спортсменша дистанция крылаиует раԥхьатәи амш азы ахәыҷқәа хәышә метра, аҩбатәи амш азы ҩынҩажәиба километр инарыцны ахәыҷқәа иреиҳабацәоу. Аицлабрақәа раан Аҟәа ақалақь амҩаду хадақәа ҩба аҭыԥантәи ауаа реиҭаҵразы иаанкылахоит. Уи аиааиреи лакобеи рымҩадуқәа роуп. Конечно же, будут задействованы многие наши основные, как говорится, автомагистрали. Это, безусловно, и улица Лакоба, которая будет перекрыта, в принципе, на день соревнований. Это же улица и проспект Аяйра, набережная вся. Ну и плюс еще Кадорское шоссе и улица Адлиба частично. То надо будет обязательно автолюбителям и вообще водителям наших транспортных средств знать, что именно 27 числа, это воскресенье, с половины 8 утра уже будут перекрыты многие участки. Да, конечно, это будет немножко сложно для наших жителей, но я думаю, что наши граждане и горожане нашего города Сухума и многие другие, которые приедут посмотреть и поучаствовать в этом серьезном таком мероприятии, да, они должны понимать, что прежде всего в организации, конечно же, безопасность всех тех участников, которые там будут, ну и, безусловно, тех зрителей, которые будут смотреть, болеть, переживать, аплодировать, радоваться. А марафон ихшоуп ҩ-хәҭак рыла, иара ҩымш ирылагӡаны имҩаԥыслоит, ҳжьҭара ҩажәифбеи ҩажәибжьбеи рзы. Аҩра иалагоит амҳаџьырқәа рыԥшаҳәаҟнытәи. 26 числа это будет детский забег. Детский забег тоже варьируется, исходя из возрастов наших детей. Значит, от 0 до 9 они будут бежать 500 метров, а с 9 до 13 лет 1000 метров. Это, естественно, будет на набережной. Аҟәатәи амарафон аиҿкааҩцәа аҭыԥантәи ауааԥсырара ахьаҳәара ҟарҵоит, иҩуа спортсменцәа адгылара рырҭарц. Амарафон ахәаԥшразы агәаҳәара змоу зегьы мҩахыҵырц рылшоит амшын аԥшаҳәахьы. Дорогие горожане, сухумчане, прошу вас поддержать это мероприятие. В этот день, в воскресенье, выйти на маршрут, где будут пробегать участники, как-то их всячески поддержать, подбодрить. Аҩразы амарафон зҽазыҟасҵо аԥсуа спортсменцәа рхыԥхьаӡара маҷӡам. Урҭ рыбжьара иҟоуп ҩыџьа амбассадорцәа. Уи Хибла Возԥҳаи, Денис Саманбеи. Когда я узнал, что в Сухуми будет проводиться марафон международный, я был в огромном восторге и немного потрясен, потому что здесь, когда ты бегал каждую улочку по много раз, и ты понимаешь, сюда приедут со всей России, там условно 1000 человек, и они будут бежать там, где ты тренировался, но это что-то для меня большое, что я не бегун по асфальту, я трейл-раннер, я бегун по горам, и там это мое, там у меня получается, и там мне комфортно. И, наверное, даже дистанция 42 для меня маловато, я все-таки ультрамарафонец, и для меня намного комфортнее, более тихо бежать, но более длинные дистанции. И чтобы пробежать быстро 42, ну, еще и по асфальту, еще и по плоскому, ну, здесь нужно попотеть. Так что пришлось отложить горные амбиции в сторону, оставить их до следующих месяцев и начать такую очень рациональную, четкую подготовку. Год назад ко мне обратились коллеги из Госкомитета по делам молодежи и спорту с просьбой помочь организовать фестивальную часть Сухумского марафона. В тот момент они вообще не знали, что я тоже являюсь любительницей и бегаю. И когда я сказала, что я с большой радостью помогу как в организации ярмарок, фестивалей, так и приму участие более обширно в подготовке к Сухумскому марафону, потому что для меня, как для человека, который занимается бегом, это действительно большое и значимое событие. Некоторое время спустя мне поступило предложение стать вообще амбассадором этого события, и вот мы вдвоем с Денисом Саманбо весь этот год, не знаю, в своих соцсетях, среди друзей, среди знакомых рассказывали и старались продвигать в целом здоровый образ жизни и бег. Амарафон амҩаԥгареи аиҿкаареи аус иадыԥхьалоуп хыԥхьаӡара рацәала волонтерцәа, ацхырааралас аусзуҩцәа, аҳәынҭ автоинспекциа аусзуҩцәа уҳәа ирацәаҩны. Урҭ рнапы иануп аҭакԥхықәра ду зцу аус. Уи иҩуа спортсменцәа ргәаҳәара анагӡареи рыцхыраареи, амарафон ахәаԥшразы имҩахыҵыз аҭыԥантәи ауааԥсыра рымҩақәҵареи. Аус мҩаԥгатәы анагӡаразы амарафон аиҿкааҩцәа аилатәара мҩаԥыргеит. Буквально вчера проводили расширенное совещание в Министерстве внутренних дел. Хочу отметить, что с пониманием, с поддержкой ребята очень серьезно отнеслись к этой задаче. И по сложности этой задачи они считают, что и объективно это сложнее, чем 30 сентября, когда мы весь город перекрывали
Тут задача стоит еще сложнее, потому что нам придется все-таки и Лакоба перекрывать, и проспект Мира перекрывать, и ресурсы, которые на это будут, так сказать, задействованы, тоже не маленькие. Это и весь состав Министерства внутренних дел. Будем привлекать волонтеров, будем привлекать из других ведомств ребят. И, соответственно, хотим сделать это все на хорошем международном уровне. Язгот эту пасиб ждымчхак тбао марафон амё пгарайшацу аллах чхразцу а концерт программа апсо милат числых коргяма абраза тагылаза шашапцахо авжакала ариам шачны нхадухойт асастрия атыпан пяуапсыры ирзы. У нас будет еще и гастрофестиваль, и винный фестиваль для участников и всех тех болельщиков, которые придут на данное мероприятие. Ну и, безусловно, музыкальная программа. И 27 числа тоже. Это, безусловно, на набережной, где будет Абхазский драматический театр расположен. Ну а финиш всех этих дистанций, он будет проходить по улице Леона возле Русского драматического театра. А марафон айчка вчера корыла, а марафон айбапи амша за айцлабрако дырбахойт и шьяшо и цо айфирала. 27 числа, вот буквально вчера мы общались с нашими ребятами в Абхазии, вы знаете тоже их, которые делают прямые эфиры с футбольных мероприятий, опыт у них есть. Для них это тоже новый опыт провести прямой эфир, так сказать, с разных точек. Задача стоит, будем стараться ее выполнить. Жларбжарате марафон амё пгараза финанс хырара казазыр хапхадзара маджда. Финансовая часть, это там есть спонсоры, мы будем о них тоже как бы говорить. Это российский крупный сетевой бренд спортивной одежды, они являются генеральным спонсором, они вот такую внушительную сумму выделили на это мероприятие. Жларбжарате марафон артхойт ижтарам завежив барза асаат жабарза амшин апшахачым. Адица сагарепха нарсоцилкия ахра амчба аспорт адуней. Аффарат самбо за Москва чемпионатах на Хахпапета Паникалет Сандро Зухба. Уйме посеть яхкаса за псчарам шкор за Москва. Хадюда есть уйпыларак дыряй уйт убриялаге нера урастыла чемпионат Алпшарат этап дахысвей. Сандро Зухба шуксык цуйт изго урастыла команда далуйште. Москвапе спорт-клуб самбо ханижижаба дахып хядзало. Спортсмен хақу ақылы кячари аспортер за айла казықатуючам таташ атмай Саид Смыри дра замтоп. Сандро спорт асқазы қаразы а кандидат хам дыпхядзоп ехетиам тазым. Яра хацарайцойт урастыла. Ацарей спорте хейлейкзойт. Ехетуп сынта и сынтуки химия пысыз адуне а чемпионат шалахоз уаха яникалит айбапи атып. Ишtaramza Жеверза имшира азгуетет ашапылампыл асразым насказара апсны хат зыркыз а олимпиад чемпион хашапылампыл клуб Спартака турыхахным зегереха ампыл кватазыршкоха ялкау Никита Симонян. Ашапылампыл легенда адунеяхны дейцыр дырует апсу ашапылампылазым тыхцырхагоп чарпшыгаду. Уже ишыда агалует Никита Симонян шуксква карабхя дыра тараяйказ айч стражера. Никита Павлович, вот хотелось бы знать о возрождении вашей любви к футболу. Это еще с детства началось у вас. Вот об этом, чтобы вы рассказали. Вы знаете, это невозможно. Это даже трудно объяснить. Ну, если вот, так сказать, не в сравнении, но все-таки, понимаете. Иной раз говорят, что ну это вот вроде династия там и так далее. Вот отец у него был там писателем или поэтом, да, вот поэтому он, значит. А я привожу пример, подождите, а отец Пушкина был что, поэтом? Нет, понимаете, откуда-то открылся талант именно в этой области у самого Пушкина. Поэтому, Александр Сергеевич, поэтому это очень сложно ответить на этот вопрос. Откуда вдруг я влюбился в этот футбольный мяч, понимаете? Все-таки вы вот играли во дворе, в дворовой футбол. С этого все началось у вас. И вот у вас все-таки была любовь к футболу. Да, у нас была любовь к футболу. Вы знаете, и хочу сказать, что, конечно, вряд ли нынешнее поколение так бы, в общем-то, понимаете, поступало бы
вот в нашем поколении, как мы. Вот, допустим, вот мы узнали, что где-то Гуль-Рипши, ну, это 12 километров. Вот. Есть хорошие такие дикие поля, но приличные. И мы садились на поезд, который шел ну, Сухуми-Тбилиси только. Тогда ведь электричек еще не было там и так далее. И мы играли вот там Гуль-Рипши, знаете, до упаду. И оттуда возвращались домой пешком. Вот в то время Вот не так. было инвентаря вот как такового. Вот, И инвентаря не было. Да. Рвал ботинки, получал тумаков от отца. Вот, собственно говоря. Кое-какие там шлепанцы или прочее. Что-то мы придумывали. Конечно, такого инвентаря, как сейчас, и в помине вообще его не было. А как ваши родители приняли ваш выбор? Отец вообще не выбрал, его, в общем-то, ввели в заблуждение. Вот здесь вот приехала команда «Крылья Советов», московская команда, причем команда и взрослая команда мастеров, и юношей. Ну вот мы сыграли с юношами 2 матча, меня туда пригласили. Я понравился тренером, потому что мы обыграли московскую команду «Крылья Совета» юношей. Они были чемпионами Москвы. И меня пригласили. Пригласил тренер, тренерами были Горохов Владимир Иванович, помощник главного тренера, и Данбулов главный тренер. Вот так вот. А с какими именитыми футболистами вы играли и вот где это происходило? Ну, знаете, я думаю, что вряд ли кто из футболистов играл с 2 такими легендарными братьями Дементьевыми. Вот. А в 1946 году в команде «Крылья Советов» мне пришлось играть в паре с Дементьевым, с виртуозом, который блестяще владел техникой владения мячом. А потом он уже, значит, перешел из «Крыльев Советов», а я перешел в «Спартак». И в «Спартак» пришел уже брат его, Николай, которому я многим тоже обязан, в части, в общем, в совершенствовании технического мастерства. А что вот в вашей жизни, вот из футбольной жизни для вас осталось такой вот самой запоминающейся яркой картиной? Олимпийское золото, которое мы завоевали в 1956 году в Мельбурне. Вот. Дальше золотые чемпионские медали, а у меня их 4. Кубковые, 2 кубка. Потом я становлюсь тренером, и также, в общем, команда трижды становится чемпионами, команды трижды чемпионами Советского Союза и обладателями кубка, 4-кратными. Вот все-таки есть разница, я думаю, что вот между советским футболом и сейчасшним футболом. Как вы думаете, вот какая вот лучшая среда для того, чтобы вот стать лидером? Для того, чтобы стать лидером, надо любить футбол. Для того, чтобы стать актером, надо любить искусство. Вот, собственно, понимаете, и отдаваться ему целиком и полностью. А сравнивать футбол того времени с нынешним нельзя, потому что в то время команды усиливались игроками из всего Советского Союза, потому что был Советский Союз. А сегодня легионеры их покупают. Как Вот чем вы видите развитие сегодняшнего футбола? Вот на ваш взгляд, вашими глазами, как это выглядит? Знаете, мне трудно судить, потому что надо посмотреть вообще, как начинается вообще подготовка детско-юношеского футбола. Вот. А там закладывается мастерство. Поскольку нет таких вообще сегодня игроков высокого класса, могу сказать, что дальше работа проходит неудовлетворительно. Вот так. Что вы пожелаете
вот юным нашим футболистам, да и в целом вообще футболистам, вот, которые хотят связать жизнь свою вот, именно с футболом? Ну, прежде всего, любить футбол в себе. Футбол в себе, подчеркиваю, а не себя в футболе. И отдаваться ему целиком и полностью. Совершенствовать от и до техническое мастерство и, конечно, футбольный интеллект. Это игровое мышление. Только так. Вот вы и тренером работали, вот хотелось бы знать ваше мнение вот к детям, которые хотят заниматься футболом, и вот они рвутся, у них есть интерес. А вот как тренер, какой подход нужен детям, чтобы у них еще больше эта любовь возродилась? Первое, то, что, так сказать, они должны видеть в тренере большого педагога, большого учителя, вот, и следовать его советам. И если этот тренер к тому же не только словесно вообще, но может вообще и сам показать, понимаете, технические приемы, рассказать ему, как так сказать, строится и тактика. Только так, конечно. А другого не дано. И любить, конечно, тех ребят, с которыми он работает. Апсуа каратистша актуя тыпко жабыргейд Волгограда чемпионаты апхехуй Гагарерзы айцлабракорджа. Яроубаски харадзны хаджаз медалкой матчемкой и рапсахейт спортсменша. Команда Латвии айндатлараджа актуя тыпаныркалайт агудзератви акаратистша. Ехету по чемпионаты шалахоз агудзеры, а чемчире гарфилялкой рыцарку спортсменша. Уртазы қарцой Тимарчетанай Зураб Мурадяны. А на пол асра заурастыла чемпионат Ирихау Алига Б, Юнеский Жипшпати, Юнеский Вежухпати, а сезон Акпи Атур Харукшоп Кудота. А на пол клуб Апсны Воронеже Рейпалара Харукшахайт Хпа Акыха команда Яйрала. А на пол Асвича Грозный, а команда Ацадырхайт Хпа 0. Атур Хайхшала Кварыл Апснапи А клуб Атурнир Чехаджам Айбати Атыпаныр Калейт. Айбати Атур Мюпусайт Краснодар Хасту Амзам Джамтазы. Зыху хараку хаха обриан гиблахкыгу спорт хкни пхядзопи хядунеғны апятым полдом. Апсна гария спорт хкач ярабзия амоп иқоп спортсменша адуне ядыру иқалазге. Уажу хишида галон замтачыда хазкуб хтылачы хапкят дуягу ябзо. Яхя ярбан проблема ко ичырзо. Ария спорт адбах анахро. Шахопш дачаджера иешымган. Апкятту асра заақуа усыруойта кортко үйба, руак хүнткарату пиги хүнткаратым. Нария спортқа шлым хара азту ачар хыпхядзара исымша исхауэйта хаурт зиги руктакы анагдзаразал шарарымам. Хтылық наусы зуа аккордко яарту роп макяназа ачазыqa цартаттып, ахыбраза азцаара ацбара финанс тодойроквацуп хазгуейтит, апснапкятту асраза федерация хабы Тамаз Абгаджа. Корты, где можно играть, тренироваться, это в Сухуми находится. Это корты, которые принадлежат спорткомитету Абхазии. Есть еще на берегу коммерческие корты, они тоже в идеальном состоянии, там наши дети тоже тренируются. В Гаграх у нас идеальные корты, это парки Принца Альденбургского. Эти корты не уступают вообще, я не знаю, никому, даже не у нас в стране, а и за пределами нашей страны. В Пицундах, в Самшитовой роще, есть тартановые корты. В Пицундах в комплексе были когда-то корты, 11 кортов там было, но они находятся в плачевном состоянии. Вот сегодня в Гудаутах очень нехорошая ситуация, нету кортов. Есть один корт, который принадлежит военному санаторию российскому. Мы их просим, чтобы они нам давали его, чтобы наши дети тренировались. Спасибо вам огромное, что вы затронули эту больную тему для теннисистов Абхазии. Мы не можем тренироваться зимой, у нас проблема огромная, и кричим, хотим, чтобы хотя бы в столице Абхазии
был один крытый корт, где наши спортсмены могли бы тренироваться и повышать свою квалификацию. Но на сегодняшний день, к сожалению, только одни обещания. Кто-то хотел, не получилось. На сегодняшний день проблема существует. И мы хотим, если меня слышат, чтобы эту проблему решить. Я вот прошу, пользуясь случаем, чтобы обратили на это внимание. خديك أخي شراء عليتا بشاسرة عليتا قويتا تنس حزوق مرزوم سبورت زلا تشوسكي حريحتو حق حمد زما سبورت كوميتет паркурчник يقعد سبورت زلا كذا توكوبي حمو ناس سيرجي васильевич их змо سبورت زال ورت حرزقوا مزبنزر بس خكر تشينه سبورت شزا أزريجو براغوا يتيجي بزينة أخس تحكر أزهن كورت واحدة خوب ناس كي أبري خبر زمو كورت واحدة خوب حبشرة شبشحة حرحت حبشوب إلى بسي نوم خبر زمو بسين حتى خوب يحفا قلوب نتاع شراكي حفا قلوب التورنير دوكو نومي بيوكا كورت كو قزروب عاد سرك وي حري حما زي ما راح حري حتو كورت كورتش وبرزحن خوتيك يحتو دقاق راح تسني أحتو دسمشا Иахьазы иахьынӡа азал шунапеилаԥсала аус руеит зԥышәаҳараку азыҟаҵаҩцәа. Дара рус аҟны ихадаруак акәны ирыԥхьаӡоит аспортсмен қәыԥш иилоу иҟазара иақәнаго адырра аҭаны ҳаԥхьаҟа адунеи иреиҳау аренақәа рҟны иԥсадгьыл ӡыригартә еиԥш иҟаҵара. Тренер наш каждый год в Москву и происходит повышение квалификации. Да. Но остальные тренера мы тоже им предлагаем, но это связано все с расходами, с жильем, то есть это все дорого, и мы не можем, чтобы это массовый характер. Да. У нас ездит человек, который каждый год повышает квалификацию. Да. Шамиль Анверович Тарпищев, вот он в свое время дал нам возможность бесплатно потренироваться в Академии тенниса Российской Федерации. Мы общаемся, дружим, у нас связь есть с ним. И если у нас есть хорошие теннисисты перспективные, мы можем вот эту задействовать, чтобы наши спортсмены могли туда ездить. Тылаҟны зҿлымҳара ду змоу аԥкьат ду асразы аспорт хкы угәы еизнарҳартә еиԥш аҿиара амоуп. Ари аспорт хкы аҿы аиааира агаразы еиԥҟьарада аҽазыҟаҵара аҭахуп. Азыҟаҵаҩцәа ражәақәа рыла аспортсменцәа аҽазыҟаҵарақәа ирылагоит мшаԥымза инаркны, ҭагалантәи ахьшәашәарақәа ирылагаанӡа. Акортқәа рыҟны аспортсменцәа рҽазыҟарҵоит ашьыжь асааҭ быжьба инаркны уаха ҩажәихԥа сааҭ рҿынӡа. В Гудаутах была самая большая секция теннисная. Я туда привозил мастера спорта по теннису, которому я предоставил жилье, питание, и он тренировал наших детей в количестве 30 человек. Вот. Мы пытались и даже сами старались построить теннисную площадку для того, чтобы наши дети там тренировались, да, но сегодня это корт военного санатория. Вот они нам его предоставляют. Я тогда просил командующего российскими войсками Шпака Георгия Ивановича, который дал мне документ с подписью, с печатями, что военный санаторий, корт безвозмездно, то есть мы не платим, наши дети там тренируются. Вот это огромное спасибо Георгию Ивановичу. Многопрофильный спортивный комплекс. Убри арцар, абряхва. Именно акопа и хахтаху из банзара, акоп насара хасталица акопа абряху и хахтаху. Убра можно и с бассейн гикрытый убра, там все можно организовать. Харяхту хаги хамацам. Абри теннисный корт ахтуб убриги хбаробиго, теннисная школа хая ахартит, убриги ахцахтуб теннисная школа арзаметар бихцахуб. Аԥкьат ду асразы Урыстәылаз шаԥсазтәыз азыҟаҵаҩ Татиана Зинина аспортсменцәа қәыԥшцәа разыҟаҵаразы ааԥхьара лиҭеит аԥкьат асратә клуб Аҟәа директор хада Беслан Ашба. В его клубе очень много детей, много тренеров, которые тоже уже работают много лет. И сейчас тоже приехали вот из Санкт-Петербурга, очень хороший тренер. И также маленькие детки возраста от 4 и до 7 лет. Они уже могут уже школу мяча проходить, чувствовать уже расстояние, куда попасть. Вот это самое начало, конечно, очень сложное, потому что здесь идет и как воспитание, как именно, чтобы почувствовать ребенка, потому что он каждый индивидуален, и к нему нужно обязательно подход. Аклуб Аҟәатәы ҳазааҭгылозар иҳәатәуп араҟа аспортсменцәа рзы ишаԥҵо аҭагылазаашьа бзиақәа, ҿыц иргылоуп аҽеилаҳәарҭақәа, аҽыкәабарҭақәа, аҭаацәа ракәзар ирымоуп алшара аԥсшьаразы рхәыҷқәа иахьынӡарзыԥшу.
Для удобства тренеров и детей мы прежде всего, конечно, сделали раздевалки, чтобы у них была возможность переодеться, принять душ, чтобы им было удобно, максимально и комфортно. Мы сделали пищеблок, чтобы ожидающие или родители, и посетители, и гости могли что-то перекусить. Мы сделали основательно трибуну, которая как многофункциональная трибуна может в то же время и обслуживать людей, которые приходят и наблюдают за процессом. Аԥхын аԥсшьара мшқәа рзы аклуб Аҟәа анапхгара аҳәаа нырцәынтәа аԥхьара зырҭаз азыҟаҵаҩцәа иахьа аус рыдырулоит ԥшьышықәса инареиҳаны изхыҵуа ахәыҷқәа. Ас еиԥш аусмҩаԥгатә аиҿкааралагала ҿыцуп ҳтәылазы. Зықәра маҷу ахәыҷы ари аспорт каҿы иҟазара аарԥшразы аамҭа маҷымкәа иаҭахуп. Уажәтәи азыҟаҵарақәа анаҩстәи рус иацхраауеит, иарманшәалоит ҳәа азгәеиҭеит аклуб ахада. Эта практика существует давно, она международная, и она для детей, которые начинают делать первые шаги, и она направлена на общее развитие, физическое развитие детей, как введение в спорт, для того, чтобы они могли двигаться, для того, чтобы они могли бегать, чтобы они могли быть координированными. Теннис сложный вид спорта, он по биомеханике, и по мышлению, и правила непростые. Поэтому к 12 годам именно нужно сформировать такую базу основательную. То есть не загубить здоровье, самое главное, не довести детей, чтобы они бросили. То есть вот такие задачи стоят основные. Пик формы у мальчиков это 24-27 лет, у девочек 19-24. Поэтому тут торопиться некуда. Я говорю еще раз, основа это не испортить отношения, точнее первое это здоровье, не испортить отношения и не отбить желание. Вот это надо стремиться, вот эти три составляющие, и налаживать взаимосвязь, обратную связь между родителем, учеником и тренером. Ас еиԥш аус аиҿкаара гәахәарала ирыдыркылеит зықәра маҷу ахәыҷқәа рҭаацәа. Ҭаацәаныла ари аспорт каҳа зыгәдууп, бзиагьы иаабоит ҳәа азгәалҭеит Лиана Гәарамиаԥҳа. Узнали о том, что приехал из Питера тренер Курьянов Александр, который в течение с 10-летним опытом, который готовил в течение 10 лет деток к международным турнирам. И в прерогативе для тенниса это игры с 3 лет. И я была в восторге, что с 3 лет мы можем попасть на наш любимый вид спорта, на большой теннис. Не пришлось ждать, пока детки вырастут до 6 лет. То есть в практике тенниса в Абхазии это впервые. Подача тенниса в правильном формате изначально, потом это не исправить, это очень важно. Расскажи, что ты здесь делаешь? Играю. А кем ты хочешь стать? Теннисисткой. Аԥкьату асразы шагазагалаз ларбжьаратәи астандартқәа инарықәыршаны еиҿкаауа акортқәа ҩба Аԥсны иҟоуп, Аҟәатәи, Гагратәи, иара убасгьы аус руеит даҽа ҩ-кортк Аҟәеи, Пицунди. В данный момент, да и в принципе, как во все послевоенное, наверное, время, эти корты одни из лучших, я думаю, даже в России. Так как такое покрытие, которое здесь сейчас, его уже не используют. Сейчас идут уже более такие дешевые материалы и по качеству, соответственно, немножко хуже. Но вот у нас постоянно проходят турниры. Удивлены даже те, кто первый сюда раз приезжает, что в таком состоянии грунтовые корты, я думаю, даже на постсоветском пространстве в таком количестве и такого качества нет, скорее всего. Сезон, все будет зависеть от погоды. Вот как в этом году, как и в прошлом, бывают даже такие года, что мы не уходим ни в зал, ни куда-то под навес. Остаемся на открытых кортах, и время может быть там где-то полмесяца можем пропустить, если совсем уже погода плохая. А в основном тренируемся на открытом воздухе. Есть несколько залов, это в Пицунди и в Солнечном, это Цандрипш. Расстояние небольшое, отсутствие транспорта общественного, родителям тяжело возить, естественно, кто без машины. То есть, нам предоставляют, в принципе, как руководство этих всех санаториев, бесплатно абсолютно залы, что в Самшитке, что в Солнечном. Поэтому, в принципе, единственное, что, конечно, один корт, что там, что в другом санатории. Поэтому тренировочный процесс полноценно наладить на круглый год, естественно, мы нуждаемся в крытых кортах как минимум. На такой регион, допустим, даже на такой район, как Гагра, это хотя бы 6. То есть, если мы хотим, чтобы наши дети участвовали в соревнованиях, какие-то
конкурировали с российскими детьми в российском именно теннисном туре. То есть нам, конечно, и покрытие нужно другое. Теннис немножко так он распределяется по покрытиям. Это грунтовое покрытие, это сезон летний, хард покрытие искусственное. У нас его, к сожалению, в республике вообще нет нигде. Аԥхынтәи аамҭақәа рзы араҟа Урыстәылатәи атурнир мҩаԥыргоит. Уи зҽадзыԥхьало аспортсменцәа рхыԥхьаӡараҿы аҭыԥантәи аспортсменцәа реиԥш иҟоуп аԥсшьара ҳәа Аԥсныҟа иаауа асасцәагьы. В среднем 6 турниров, 6-7 турниров детских. Если мы уже чуть говорим про такой профессиональный более спорт для юниоров именно, то у нас, конечно же, немножко не хватает даже не столько, наверное, знаний, сколько возможностей, чтобы предоставить там хорошим ребятам, даже нашим местным. У нас Тастик есть, Кация, там, ребятам там где 15, 16, 17 лет, то есть это они уже играют на таком уровне, что у нас даже просто в республике спаррингов не хватает для них там. Одного там моего, допустим, опыта недостаточно даже, чтобы что-то встать с ним на корт и провести полноценную тренировку. Поэтому у нас единственная, я думаю, такая есть возможность, это привлекать именно на сборы, на турниры большие клубы московские, скорее всего, даже в основном московские, потому что очень большое количество занимаются и со всей России стараются хороших игровых детей вести именно в эти клубы. Начинать привлекать их сюда на тренировочные сборы, соответственно, будет возможность у наших детей потренироваться с другими специалистами. То есть там теннис — это не только теннис, так скажем, это и хорошие физиотерапевты, которые подскажут, как тебе восстановиться, хорошие тренера по ОФП, по общефизической подготовке, по СФП, специальная физподготовка. Здесь спарринги, в общем, здесь психологи работают. То есть этого всего, естественно, у нас нет. Будем надеяться, что, может быть, мы создадим такие здесь условия, чтобы постараться вырастить своих, ну и на данном этапе, по крайней мере, чтобы к нам могли приехать такие же специалисты, которые могли бы встать нам рядом где-то с нами, подсказать, где-то направить, может быть, в дальнейшем как-то в судьбе спортсмена попринимать участие, это, то есть уже по выезду его в Российскую Федерацию наладить там какой-то процесс тренировочный, круглогодичный, имею в виду, с хорошими спаррингами. Здесь я провожу два вида турниров. Это любительские турниры, то есть для людей, которые начали заниматься теннисом после 20-30 лет уже, когда начали сознательный образ жизни вести. Вот. И ветеранские турниры, которые отличаются тем, что там люди играют по своим возрастам. Это люди, которые играют всю жизнь в теннис, и там у них градации идут по возрасту. А в любительских турнирах идет разделение по уровню мастерства, так называемое. Это называется мастерс, там тур, условно, и челленджер, начинающие. Турниры проходят у нас в течение недели. География участников у нас очень широкая, и начиная от Калининграда, заканчивая Владивостоком. То есть реально все приезжают, люди, да, то есть и из Сибири, из Москвы, из Петербурга, с Урала. То есть турниры здесь пользуются очень большой популярностью среди наших любителей тенниса. У меня опыт проведения турниров порядка 25 лет. В том числе я проводил тоже международные турниры по теннису среди ветеранов, так называемые ITF-турниры. И я вам могу ответить с полной ответственностью, сказать, что это одни из самых лучших кортов на территории СССР бывшего. И они вообще уникальны, то есть таких кортов больше нету, что было здесь и море, и горы, и природа в Абхазии, сами знаете, это неповторимое, уникальное и самое прекрасное. Иахьазы аклубқәа зегьы еиԥҟьарада рус ашықәс аплан инақәыршәаны инарыгӡоит. Гагратәи аспортсменцәа егьырҭ ирҿырԥшны ҳрыхәаԥшуазар ирымоуп алшара аӡын ихыбу аспортзалқәа рыҟны рҽазыҟаҵарақәа рымҩаԥгара. Мы набрали в прошлом году, только набрали детей. До этого не было здесь тоже тренера. Я занимался с одной девочкой, вот она из Цандрипша, мы ее сейчас отправили, она во Франции тренируется. Трайста Алла, это Цандрипша девочка. Она у нас здесь тренировалась с 5 лет, и вот сейчас ей уже 15. Так как вот отсутствие именно зимней базы приводит к тому, что вынуждены выезжать. У нас в Сухуме есть очень хорошие дети, там, которые также были вынуждены кто-то переехать в Сочи, кто-то переехать в Подмосковье, вообще в академию уехать, жить там и тренироваться. То есть, на лето мы все можем, грубо говоря, предоставить все условия, но, к сожалению, теннисный тур не складывается только из лета, а полностью нужно
все 12 месяцев в году и играть в турниры, и тренироваться, и, соответственно, в каждом промежутке времени это свое покрытие в теннисе. А вот если в ночное время играть, то есть с освещением у вас как? С освещением у нас нет освещения. Нет и никогда его здесь не было. Сейчас у нас есть мысли, надо думать об этом и как его установить. Здесь с технической точки зрения не все так просто, так как столбы здесь немножко нужно устанавливать по-другому. Не так, как, допустим, в Сухуми стоят. Мы здесь по боковым забегам не можем себе позволить установить столбы на корте, надо выносить за территорию, но это устанавливать мачты, как оно будет смотреться. Если в этом во всем резон и не нарушить, чтобы ни эстетику, ни качество, то есть это надо думать и как-то... Пока нет определенного решения, то есть как это все правильно сделать, чтобы было комфортно, но в стадии. Атыпан пе спортсменша ачызыгъэцӏэрэ курзир зыпстру амтэрчакуршаны и неуэйт азыгъэцӏэуя. Теннис – это очень красивый вид спорта, интересный очень. Ну, вообще пришел просто поиграть, мне понравилось, потом решил записаться. И как давно ты ходишь? Года 2 хожу уже. А вот дальше собираешься продолжать? Ну, так для себя играю. Может, где-то соберемся с кем-то, поиграем. Ну, не профессионально, любительски. У меня в первый раз было 5-е место, и второй раз мы недавно ездили, было 4-е место я заняла. Я занимаюсь теннисом 5 лет. А как у тебя проходит тренировка? Что вы Хор- делаете? Сначала идет разминка, потом, у нас, что мы делаем там? Так сказать, играем, потом уже играем на счет. Апкят ду асраза аспорт кахдуладжа ачьяра амуб хуез шлом хара азду ачарги рацфеюб хуевштам тагалан пяхша шараку анцерцлаг азыгъэцӏэрэт процесс аанкылахойт. Адиция Сагарепхьэ, Джабирам Шуков, Аспорт Адуней. Акыреп соғатили қопшчам, спорт абзиябайча хабартажа пшкурлышевгон нехеты ха программа. Абзираз шаре-саре хайбабойт яйва афаша.